Так, сегодня мы поговорим о теме, которая как будто обыденная и повседневная, но очень актуальная. Это у нас возникающие у нас в среде или природных условиях чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия. Особенно здесь ответственны педагоги, учителя средних школ, педагоги, преподаватели, которые работают со студентами при их спасении. В былые советские времена, когда приходили проверяющие из Министерства образования или Управления образования, они постоянно в первую очередь у любых учителей спрашивали, в чем ваша самая главная задача? Ну, учителя, там разные задачи, там методика, там разные там отличники, типа второгодничества не было, говорили, но это было неправильно. Всегда инспектора говорили, что самая главная задача всех педагогов, и преподавателей, и учителей – это охрана жизни и здоровья детей. Вот поэтому при любых обстоятельствах мы, педагоги и учителя, должны быть всегда готовы защитить наших подопечных при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Какие чрезвычайные ситуации бывают, мы в основном почти все знаем. Это у нас подразделяется на природные чрезвычайные ситуации, на антропогенно-техногенные, и вот в конце у нас больше стало чрезвычайных ситуаций социально-экономического характера. Но мы сегодня посмотрим, как от них защититься. Ну, защиты очень много, не все эти защиты каждый человек себе в уме не держит, вот поэтому сначала мы должны давать, чтобы ребята и все люди, которые именно попадают в такие ситуации, чрезвычайные стихийные бедствия, сразу поняли, что это такое, что это произошло. Для этого надо знать самое первое причину чрезвычайных ситуаций. Человек особенно теряет рассудок или паникует, когда не знает, что происходит. А для того, чтобы защитить себя или принять может быть единственно правильное решение, человек должен обязательно знать, что происходит и как от него защититься. Но мы посмотрим сначала чрезвычайные ситуации природного характера. Ну, эти чрезвычайные ситуации природного характера у нас от человека в основном не зависят, но они, бывают, и имеют человеческий фактор. Самая страшная чрезвычайная ситуация, это у нас, вот, которые происходят на природе, это у нас считается, это уже стихийные бедствия. Вот когда мы должны знать причину чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, мы их подразделяем на три основные группы. Первая основная группа – чрезвычайные ситуации природного характера, второе уже человеческий фактор имеет, и третий уже у нас и на уровне государства, на уровне общества и на уровне взаимоотношения людей друг с другом. Вот посмотрим чрезвычайные ситуации природного характера. Самые страшные чрезвычайные ситуации природного характера, от которых можно даже сказать невозможно защититься, это землетрясение. Ну, разные истории землетрясений человечество знает. Последнее землетрясение в России, то есть в СССР, когда было, произошли в городе Нефтегорске, Южно-Сахалина, и в городе Спитак, Армении, когда многотысячные эти два города были полностью стерты с лица земли и восстановлению не подлежат. Вот поэтому при чрезвычайных ситуациях природного характера, самая страшная чрезвычайная ситуация – это землетрясение, он опасен тем, что еще в истории человечества землетрясение не прогнозировалось и не предсказывалось. Никогда, что завтра или через час, или через какое-то время будет землетрясение, никто людей не предупреждал. Это факт. Поэтому при чрезвычайных ситуациях, вот как землетрясение, человек должен принять свои решения сразу, можно сказать, мгновенно. Ну и здесь разных способов очень много. В основном самый главный способ, как землетрясение началось, как начала ваша квартира или дом начали трясти, вы обязательно должны выбегать на улицу. Если вот это идет у нас во время учебного процесса, преподаватели должны обязательно, как при учениях на пожаре, прямо выгонять своих подопечных на улицу и занять те места, где свободнее и дальше от коммуникаций и строений, зданий и сооружений. Вот это первое, вот, которое.
Но бывает так, что человек не может выйти на улицу. В таких случаях надо передвигать свой стол или шкаф, который более-менее твердый, спрятаться под ним, и передвигать надо в угол здания. В углу здания удар всегда смягчается, когда стены падают. И человек может быть, но это возможно, конечно, может остаться живым. Кроме этого, в литосфере у нас бывает землетрясение, то есть не землетрясение, а чрезвычайные ситуации, которые случаются в горах. Обычно мы с детьми ходим в поход, различные экскурсии, и в горах у нас всегда интересно, и люди всегда стараются подниматься вверх, потому что сверху все очень хорошо видно, далеко видно, дух захватывает. Вот поэтому, когда вот поднимаются именно на горы, вот здесь ждут чрезвычайные ситуации чисто горного характера. Это камнепады, осыпи, оползни, снежные лавины и снегопады, это лавинопады. В основном, когда мы именно чисто должны вот спасаться, мы должны знать технику безопасности на гористых местах. Что такое гористая местность, мы знаем. Гора у нас имеет склон, который имеет различные наклоны, и по склону этих у нас могут осыпаться камни, лавины, могут быть оползни и осыпи. Дальше селевые воды могут там попадать. Для того, чтобы быть опасным, осторожным на горах, человек должен всегда иметь страховочные средства и знать технику безопасности, как подниматься на гору. Никогда не надо подниматься друг за другом на гору. Обычно друг за другом, когда на гору поднимается, первый человек начинает нарушать спокойствие горных пород, и начинаются у нас вот различные камнепады, вот это именно. Вот поэтому люди должны подниматься не друг за другом, а каждый по отдельности. И не по одной тропинке, а по различным тропам. А руководитель должен идти сзади и управлять, как это у них должно подниматься. Кроме этого, у нас еще литосфера, вот на границе гидросферы, литосферы и атмосферы, это воздушно-водное пространство, есть у нас так называемые абразии берегов, которые постоянно на любых реках образуются. Во время паводков вода речная смывает нижнюю часть берегов, и у нас образуются висячие берега. Висячие берега, которые происходят абразия или разрушение берегов. Когда вот люди обычно в весеннее время идут смотреть ледоход или рыбачить, там, после там, любоваться рекой, обычно мы не знаем, как это. Вот сначала мы подходим слишком близко к берегу, и может происходить разрушение берега. Надо быть очень осторожным. Если человек не успел сразу броситься назад, то он должен опередить, чтобы не попасть именно под разрушение берега, должен оттолкнуться от падающего берега и упасть в воду. И этим он спасет свою жизнь. Потом с воды можно спокойно выбраться. Это у нас абразия берегов. А в чрезвычайных ситуациях гидросферы или в водной среде у нас самое страшное – это у нас цунами, наводнения и различные водные стихии. Цунами – это тоже у нас приравнивается к землетрясениям. Цунами возникает в результате подводного землетрясения. Огромные волны, которые со страшной скоростью устремляются на берег, они смывают на своем пути все. Здесь надо быть очень осторожным. И самое главное, надо спрятаться на ветреной стороне, где волна тебя не достигнет. И опасность в том, что человек не понимает, что он будет смыт цунами или большой волной на берег, и когда волна идет обратно, он подхватывает его и сразу бросает в море. И надо быть осторожным, если что-нибудь там перевязать, ремень или что-нибудь есть, надо себя перевязать в тех основных опорах, которые прочно и крепко стоят. Ну, наводнениях, у нас наводнения в Якутии бывает почти каждую весну, вот поэтому в этих наводнениях уже имеем опыт спасения. Но наводнения мы обычно тоже подразделяем на различные группы, и в основном вот по этим группам вот у нас проходят учения,
которые проводит наш МЧС, и вот у нас происходит вот спасение так. А вот спасение утопающего, ну здесь один метод есть. Просто говорить, не паниковать или просто так не бояться, это просто пустые слова. Если человек чувствует, что начал тонуть, он не должен сопротивляться и набрать больше воздуха, должен идти на дно. Человек по дну может ходить, управлять своим телом против течения. Управляя против течения, он может быстрой ходьбой выбраться на берег, если он не слишком далеко находится от берега. А атмосферные чрезвычайные ситуации – это различные смерчи, ураганы, грозы, природные пожары. Вот от них спасаться, вот от гроз спасаться почти невозможно, обычно говорят. Но у нас есть обычно, вот в последнее время постоянно вот смотрят шаровые молнии. Но шаровая молния – это у нас сгусток энергии, электрической энергии, которая образовалась в оболочке. Когда шаровая молния атакует вас, вы не убегаете от шаровой молнии, вы просто стойте и затихнете. Шаровая молния подойдет, вокруг вас облетит и улетит. А когда будете убегать, он за вами будет гоняться, потому что вы будете разрезать воздух, и шаровая молния за вами будет идти. Вы ни в коем случае не тыкайте, не пинайте шаровую молнию, и шаровая молния вас тоже не трогнет. Вот такими вот именно способами, которые очень много способов, вот такими способами можно защититься и от грозы, которая вот возникает или вас настигнет где-то на поле. Гроза – это тоже, вот когда вот гроза идет, ни в коем случае не надо попасть в воду и защитить себя именно в сухом месте. Вот таким способом, когда человек знает в основном, как себя вести и как себя спасать в таких чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях, может он остаться живым и впоследствии может учить своих потомков, своих знакомых, как себя спасать именно. Для того, чтобы спасать себя, самое главное, не надо паниковать, не надо потерять рассудок, туда-сюда не надо бегать. Самое главное, сначала успокоиться, остановиться, потом уже надо подумать, каким способом и какими приемами можно защитить себя в этих чрезвычайных ситуациях.